Так, ну вот это вот дом самого Льва Голицына. Где же он жил? Вот этот князь. Тут напротив часовни Светлого Луки. А там вон лавка «Пожертвуй на храм святителя Луки». Бутилированная вода продается. А тут, соответственно, часовенька. Напротив, смотрите, какая архитектура. Какая-то типа английское что-то, смотрите, да? Прикольно, да? А английское такое непонятное. Смотрите, а может туда перейти, все-таки снять? Но тут движуха сумасшедшая. Смотрите, сколько машин. А, ну там далеко этот переход. Я так не могу ходить далеко. Сейчас вот эта улица Голицына. Смотрите, какой. Ё-моё, тут магазин продукты, ремонт стиральных машин. Вот эти вот, смотрите, какие они все древние. Древнее все такое. Внутри этот магазинчик, РНКБ банкомат, режим работы, почта Крым. Вот есть, кстати, почта Крым, отделение. Интересно. Почта Крым. Вот тут вот почту можете отправить какую-то. Прикольно, да? А тут смотрите, какие ступеньки древние. Электрод лежит. И вот эти двери, ручки какие-то. Сколько им лет? Уже. Ого. Ну, нормально, да? Построил себе с этой, со стеной. Такая вот женщина древняя. И вот эта улочка. Тут все застроено уже, конечно. Вот этот забор какой-то непонятный. Для чего-то. И туда можно вверх подняться. А мы вверх не будем, мы сейчас вниз. Сюда вот. У нас здесь самообслуживание, столовка. Вот прямо вход ниже написано. Вот ниже. А вот здесь вход. Подворье. Вкусно, быстро. Пиво. Так, фруктики тут. Все такое дорогое. Кошки бегают. Местные. Так. Ну что скажешь нам? Боишься? Так, ну что, топаем. Короче, топаем наверх. Если по этой дороге туда вперед подниматься, там можно дойти до винзавода шампанских вин. Конечно, такая дорога, машины стоят. Здесь надо осторожно ходить. Там, по-моему, шлагбаум, поэтому свободно так просто не пойдешь, пройдешь. Вот жилье сдается. Вот здесь. Так, ну вот туда. Тут можно пройтись по парк. Тут небольшой есть. А здесь вот эти вот домики под сдачу. Домики под сдачу. Все. Машины. Смотрите. Сдается квартира. Такая стеночка. Впереди машина едет, как я вижу. А вот гора. Орел. А вот видите, там шлагбаум, да? Он пускает только, видать, у кого тут сюда въезд есть.
кого въезд разрешен. Ауди. А вот это новый свет, фирменный магазин здесь. Тут можно шампанского набрать. Вот там вот вдали завод «Новый свет». Угу. Там памятник Льву Голицыну. Вот там где-то он за той машиной. Ладно, я туда не пойду. Так, до 9 часов работает. Платная парковка. Нет, туда. Я что же стою, думаю. Топаем. Вот тут уже машины свободно ездят на этом участке. Вот эти как называются? Кругленькие черепашки. Вроде бы. Дорогу, кстати, вот эту сделали. Вообще недавно, получается, ее сделали. Хорошая разминочка. Вечером так вот прогуляться. Везде машины, везде машины, везде люди. Кстати, вот пахнет совсем свежим асфальтом. То есть его, может, в ближайший месяц положили. Вот там, кстати, памятник какой-то. Интересно, туда надо сходить. Поднимаемся выше. Здесь вот эти вот домики старинные. Вроде бы как, да? Еще советские какие-то постройки. Тут вообще ничего не строится у них. Интересно. То, что вот построено, оно было построено в советское еще время. Я обратил внимание. Фу. Так, заворачиваем отсюда. А тут рынок у нас. Продуктовый рынок. Цветочки. Так, где тут поворотик-то у нас? А, вот он. Сдается жилье «Злая собака». И вот такой вот проходик есть. Хороший. Церковь. Луки. Ой, это что такое? А, это кактус же цветет, смотрите. Точно. Вот сколько его. Как этот кактус называется такой? Лопухи его. Вот, можжевельник весь в этих ягодах. Ягоды же это, да? На нем. Ну, они несъедобные, конечно. Но их можно как бы применять для... как лекарство. Для чего-то пьют их. Так, где памятник-то? Я же к памятнику, по сути дела, шел. Магазин завода. Где-то там он был. Сейчас мы его найдем. Смотрите. Красота какая. Цветущий кактус. Вообще. Так, мы тут выходим хитрым способом вот к этому памятнику. А, это Николай II, да? И Лев Голицын, я так понимаю. Император и князь. Вот кто это. Правильно? Читаем. Угу. Основатель завода шампанских вин «Новый свет». Ну, это недавно поставили его здесь. Что еще тут хорошего? Памятные таблички установлены по инициативе
Директор ГП ЗХВ «Новый свет». В год столетия визита в 1912 году государя Николая II «Новый свет» для принятия в дар от князя Голицына. Часть его имени названа позже Судакское Величество в 2012 году. Что, посмотрели? Так, а смотрите, тут какой вид-то у нас, а? Отсюда шикарный на гору Сокол. А там вот автодорога у нас проходит. Смотрите, тут какие у нас проходочки-то классные, да? Цветущий кактус. Ну и выходим мы вот на эту тропку. Жилье сдают вот тут. Там носочки у них сушатся. Хорошо-то как. Ходить вечером. А вот в этой стороне там мемориальный комплекс погибшим воинам. Вот гора. Магазин Юг. И мы сворачиваем вот сюда. Здесь у нас автовокзал. Также всякие разные перекусиловки. Молочные коктейли вон. Там. И все. Вот тут люди ждут автобуса. Ну, и вот улица Голицына. Как раз она стреляет на гору Сокол. Вот так вот. Там впереди гостиничный комплекс «Новый свет». Утро. 7:14. Сегодня 16 июня. Так прохладненько. Вот морька. Птички чирикают здесь. Так вот. Классно они чирикают. Но еще люди не встали. Спят. Вон там вон домики. Видно, в которых люди живут. Там вообще шикарно просыпаться. Сидим, кушаем. Сегодня у нас 16-е, последний завтрак наш. Ну, короче, здесь еда. Бульончик я уже съел. Какао, капучино. Там вон пирожное, творожок с изюмом, компотик. Фруктики сушеные. Ну, короче, уже не так много стали брать, как раньше. И здесь вот такой вот вид у нас в окошке. Дети сидят с телефонами. Комплекс гостиничный. Мы там на самом верху живем. На 12 этаже. Здесь внизу магазин, бильярдная. Детский центр вот здесь вот. А тут что такое? Что это, остановка? А стоянка велосипедов. Там игротека. Сюда вниз можно пройти. Смотрите, какие здесь розы. Шикардозные. Вау. Цветочки. Все ухожено, посажено, полито. А там вон ресторан наверху. Люди сидят, кушают. Зону лавочек. Можно здесь, короче, посидеть. Ну, клубнику тащат.
Ну и здесь спуск к морю. Вот здесь. Вот здесь такая аллея. Как бы и с этой стороны интересное дерево. Смотрите, какое все засохшее. Оригинально, конечно. Так вот все высажено. Аккуратно птички поют. Сегодня солнышко у нас светит очень хорошо. Смотрите, какие розы. Тут еще какие-то цветочки такие растут. С этой стороны вон там видно домики. На них тоже люди живут. Кроме вот этого многоэтажного дома, можно жить еще вот в таких домиках. Вот. Их тут штук 40, что ли, таких домиков. Ну, разного класса они. Вот там у них шезлонги даже стоят. И они выходят и загорают. Живут он семьями, коляски. Здесь вот есть зона для загара. Зона для загара есть. Площадка «Ветерок» называется. Здесь можно полежать на солнышке и позагорать. Какой шикарный отсюда вид на гору Сокол открывается с этой площадки. А здесь вот, смотрите, тоже на море. Вид здесь такой вот. Пойдем по таким тропкам интересным. Можжевельник. Ну, отсюда вот такой вид на гору Орел. Вот это гора Орел. Площадка такая вот. Камень почему-то здесь что-то делает. И можно еще пониже спуститься. Вон туда вон. Вот такая вот панорамка. Здесь спуск к выходу. Здесь два выхода в этой стороне и в той стороне. Можно зайти, видите, вот по такому пропуску. Вот, видно, да? Новый свет. Там непосредственно рядом уже пляж. Мы вышли здесь. И непосредственно здесь вот эта вот зона для загара. Можно здесь загорать. Вот шезлонги стоят. А вот сам пляж здесь. Вот такая вот территория. До туда. Такие розы, мимозы произрастают. Подзорная камера. Вон есть мойка ног водой вот этой вот, как она называется, сероводородной. Фух. Хорошо так подниматься, замечательно. Вот такой вот наклончик здесь вниз идет, а мы вверх. Хорошо, птички поют, погода замечательная, были дожди, но все. Слава богу, вроде как закончилось. Вот сам кленовый свет. Цветочки здесь. И вот такой вид отсюда открывается на море. Ну что, короче, наш последний час остался здесь, в новом свете. Сейчас 11 часов. Такая шикарная атмосфера. Вон там дорога, по которой мы сюда приехали.
Вот с этой стороны вид такой. Море. Скоро мы будем отсюда уезжать. Вот по этой вот дороге. Судак.